что у нас имеется один вход вообще в это заведение, не то что в заведение, а данное помещение. Если, я так понимаю, данная организация является общепитом, осуществляет продажу пивных напитков, также имеются холодные закуски. В соответствии с действующим законодательством, требованиям санитарных норм, входная группа не должна быть одна, то есть как минимум должны две, потому что как для посетителей, и также для самих работников данной организации. Помимо этого не должны по одной входной группе заносить сырье, то есть мы понимаем, что тут пиво продается, чипсы, закуски холодные, все заносятся через одну входную группу, что является нарушением, так как окна выходят на входную группу, что является нарушением санитарных требований. А туалет здесь у вас? Хорошо. Туалет. Туалет здесь? Туалета нету? Там есть. Ну, мы так понимаем, что в данном заведении, в этом закутке имеется туалет, санузел. Ну, входить мы, наверное, без представителя продавца, наверное, сюда не будем, так как видим, здесь газовые баллоны стоят, имущество чужое. Уважаемые СМИ, корреспонденты, вы можете заснять, как снимают и смиряют сейчас метражом. Вот, выйдите, посмотрите, как вот этот сюжет снимите, как снимают. В данный момент что они снимают? Вот он, смотрите, пошел метраж вот, до социального объекта, до образовательного учреждения. Сколько составляет метраж? Сейчас мы узнаем, сколько здесь метров. Видите, здесь детский садик рядом. Адрес, повторяю, Дзержинского, 7. До входа в обособленную территорию детского. Сколько получилось? У нас здесь получилось 53 метра. И что это означает? Так, 53 метра у нас означает это то, что получается в каждом городе, в каждом селе, в каждом районе есть свои нормативные акты, которые принимаются на уровне местного самоуправления. В городе Якутске у нас действует постановление мэрии, в соответствии с которым устанавливается расстояние до границ прилегающих территорий организаций, на прилегающих территорий которых запрещена розничная продажа алкогольной продукции. На общепиты, да, то есть на рестораны, на бары и так далее, у нас действует 50 и 65 метров. 65 метров при отсутствии обособленной территории, 50 метров при наличии обособленной территории. Сейчас объясню. Обособленная территория у нас подразумевает собой наличие калитки, грубо говоря, забора, да, то есть замер у нас производится от входа конкретно в бар или в ресторан до входа в калитку. У нас здесь 53 метра при допустимых 50 метрах, соответственно, находится законно. 3 метра решают. А если вход главный в садик не здесь, а с другой стороны? Это у нас не имеет значения, учитывая то, что конкретно у нас в законе прописано то, что вход до обособленной территории, то есть вход в калитку может быть и сзади, и спереди, но должен быть это вход в калитку. Ну, по отношению к заведению это крайняя точка, правильно? Вот это расстояние будет замеряться, да? Нет, не то чтобы крайняя, вот эта точка, она самая, наоборот, ближайшая. Допустим, если у нас здесь был бы забор, да, а вход был бы там, замер был бы до входа там. Мой совет детскому садику: поставить здесь забор. Тогда здесь будут очень много разливных заведений.